Приветствую. Приветствую. Так, видно меня, да? Я так понимаю. Видно. Все видно. Слушаю вас. Да это как бы я вас слушаю. Ну, у вас же ко мне претензии, у меня к вам. Я вообще не знаю, кто вы. Меня зовут Аслан Арцуев. Я председатель правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия, Германия, город Гамбург. Очень приятно. Меня зовут Владимир, вы меня знаете, потому что вы у меня написали комментарий о том, что вы меня подозреваете в том, что я работаю на русню. На русских, да, кажется, так вы написали. Работаю на русских. Да, именно так я написал. Да. Ну, и в чем именно это проявляется? Ну, ваша нездоровая любовь, скажем, в кавычках, к чеченцам, которая, ну, прям откровенно вы наталкиваете людей на мысль, что чеченцы чуть ли под палками гонят русских против вас на войну. Хотя там буквально человек пару слов сказал, такое громкое название. И знаете, Владимир, если бы это было бы только одно, это ваше видео, здесь идет целенаправленная такая политика для того, чтобы развязать третью русско-чеченскую войну. И вы вот этим своим названием видео приняли в этом участие. Не знаю, умышленно вы это сделали или не умышленно, но я смотрел ваши другие видео. Ну, немного, правда, но так, иногда посматривал. А какое там название видео? О каком видео вы говорите? Чеченцы держат великих русских в узде и аморальность сознания. Это вот то видео, где я написал тот самый комментарий. Да, так правильно, так мне там пленный говорит о том, что ему чеченец сказал, что его задвухсотит, если он развернется. Мне как-то надо было по-другому, мне надо было обойти этот момент, или в чем проблема? Ну, во-первых, у вас уже давно не чеченцами их называют, а кадыровцами, хотя я их называю подхолопными. И это всего лишь 2-3 минутки вы говорили, он говорил про чеченцев, но название более часа видео идет у вас. Он просто запнулся и побоялся об этом говорить. Он сказал об этом вскользь, если бы вы смотрели внимательно видео. Он сказал об этом вскользь, а когда я его начал спрашивать, он запнулся, потому что он понимает, что ему возвращаться туда, и что ему может за это прилететь. Вот. Это раз. Два. Это были его слова, а не мои. Три. Я не сильно понимаю, о ком вы. Если вы считаете, что это кадыровцы, да, то за кого вы сейчас как бы пытаетесь заступиться? Ну, за чеченцев, если вы не поняли. Так за кадыровцев или за чеченцев? За чеченцев. Ну. А там речь о ком? Ну, вы говорили чеченцы, хотя речь шла про кадыровцев. Правильно. А знаете, почему я говорю чеченцы? Почему? Потому что они этнические чеченцы. Угу. А вы этнически русские? Я? Да. Я украинец. Ну, а почему у вас фамилия такая этническая русская? Я не пойму, вы в моих корнях хотите поразбираться? Ну, вы же в корнях кадыровцев разбираетесь. Вы прекрасно знаете, что значит кадыровец и что значит чеченец. Все понимают, что там есть этнические чеченцы. И знаете, в Ахмаде, вот в этом полку Ахмад... Значит, смотрите, нет там такой нации не кадыровцы. Все нет такой нации кадыровцы. Еще раз говорю, нет такой нации кадыровцы. Нет. Да, я могу их называть кадыровцы, но если мне пленный говорит чеченец, то я говорю чеченец. Потому что когда этнический чеченец идет сюда убивать моих сограждан, знаете, я не сильно буду разбираться, как его там называть. А то, что этнический чеченец идет сюда убивать моих сограждан, это правда. И вместо того, чтобы писать мне, что я там развязываю какую-то войну между чеченцами и русскими, ну, надо было, наверное, просто посмотреть контекст, да, и не писать такой чепухи. Ну, я посмотрел контекст, Владимир. Я посмотрел контекст. Из 1 часа 10 минут общения
пару минут этот человек сказал про чеченцев. Ну, это было, ну, на 25-й минуте. Этот человек сказал, что если он не вернется, если он развернется, то чеченец его обнулит. Это этот человек сказал. Если он развернется, то чеченец его обнулит. Одну минуту. Видео, да, заголовок видео берется самый ключевой момент интервью. Мне показалось, что это ключевой момент интервью. Все. На 25-й минуте, когда он говорит про азовцев, ты обращаешься и говоришь, не надо пугать азовцами, потом обращаешься к азовцам, не надо, ребят, пугать их, там, 3-10. Заступаешься за своих. На 36-й минуте, на 36-й минуте, вот, так я не понимаю, за кого вы сейчас заступаетесь. За кадыровцев вы заступаетесь? Там речь про кадыровца идет. Вы за него заступаетесь? Ты специально, что ли, разговор хочешь вывести к тому, чтобы там я за кадыровца заступаюсь или нет? Нет, я ж тебе уже объяснил. Потому что ты реально за него заступаешься. Человек сказал о том, что кадыровец чеченец. Всем понятно, что это кадыровец. Что он его обнулит, если он развернется. И я ему еще показывал видео, где такой же Ахматовец это опять-таки кадыровец, стоит с автоматом, с палкой над людьми, которых бьют, наших украинцев. Потому что они здесь реально выполняют функцию заградотрядов. Это вообще ни для кого не секрет. За кого вы сейчас пытаетесь заступиться и почему? Мне не понятно. Только подхолопные, что ли, выступают заградотрядами? Других нет заградотрядов? Я не знаю, может быть и есть, но я слышал об этих. Да, есть. Я тебе просто раскрою тайну. Ты вроде на войне от этого не знаешь. Вы общались. Вы общались. Зачем вы переходите на ты? Ты в комментариях мне написал на ты, если ты хочешь пообщаться, поэтому я не вижу. Ну на ты так на ты, ладно, давай на ты. Какая разница тут для формы? Не проблема. Вообще не реальности. Ну вот на 36-й минуте, вы пару минут говорите про чеченцев с ним. Меньше 3 минут. И потом все время на 43-й минуте, на 57-й минуте, на час 5 минуте. Вот слово чеченец вот прям выскакивает у тебя. Постоянно так это речь про кадыровцев, ты что, не понимаешь? Я-то понимаю. Ты не понимаешь, о ком говорится? Речь идет о кадыровцах, о ахматовцах, о чеченцах этнических, которые под протекторатом Кадырова идут сюда убивать украинцев. Ты за кого ты массу тянешь, я не пойму. Хватит уже, Володь, переводить к тому, что я за кадыровцев тяну. Они нас убивают. Они нас убивают. Ты понимаешь это? Они нас... Про кадыровцев идет. Этнические так называемые чеченцы, про которых ты говоришь, они нас убивают. Они лично меня хотят убить. О чем ты говоришь? За какую мазу? Я тебе говорю совсем другое. Ты хочешь понять, о чем я хотел сказать в своем комментарии? Или ты хочешь просто нагрубить, нахамить и коротко, о чем ты хотел сказать в своем комментарии? Ты уже сказал о том, что я пытаюсь разжечь какую-то войну между русскими и чеченцами. Об этом? Да, именно так. Это в именно контексте. Именно в этом контексте все это. Объясни, пожалуйста, свою мысль. Что ты имеешь в виду? Разжечь войну между русскими и чеченцами. Если ты меня послушаешь, какими русскими и какими чеченцами? Если ты меня послушаешь, то я, наверное, смогу это сделать. Но ты меня перебиваешь все время. Слушаю. Ну вот идет целая такая операция по переключению агрессии с Украины на чеченцев. Понимаешь? В России пытаются вывести войска из Украины. И эти войска куда-то нужно девать. И так называемые ахматовцы, про которых ты говоришь, там большинство, которые туда едут, не чеченцы. И ты это тоже знаешь. Их собирают со всей России, обувают, одевают. И уже под вот этим флагом Ахмат отправляют к вам. Там очень много не чеченцев, этнических не чеченцев. Но почему-то вот у тебя, у твоего товарища тоже какая-то вот нездоровая любовь к чеченцам. Постоянно вы то экзотикой назовете чеченцев. Я пытаюсь мысль твою понять, какие войска выводят россияне из Украины? Не выводят войска, они собираются, они планируют выводить войска, потому что войну выиграть они не могут. И они понимают, что они завязли в этой войне. И под разным соусом пытаются переключить внимание россиян с Украины на чеченцев. Это делают русские так называемые оппозиционеры. Зачем им воевать с чеченцами, если Чечня у них под ногтем? Ну, Чечня, во-первых, не под ногтем, она оккупирована. Она оккупирована. Оккупирована, правильно, да. Это не совсем... И правит там Гауляйтер Кадыров.
кадыровцев. Зачем им воевать с Кадыровым? Я что-то мысль не могу твою понять. Ну, ты перебиваешь, поэтому ты не можешь понять мою мысль. Там правит не Кадыров. Кадыров марионетка. Кадыров никто. И звать его никак. Правит УФСБ по Чеченской Республике. И администрация президента Российской Федерации. Вот кто там правит. И сейчас идет усиленная работа по тому, чтобы сделать как бы чеченца виноватым. И в своем видео, когда ты постоянно подчеркиваешь, что это чеченцы, ни разу не говоря кадыровцы, ты мне сейчас предъявляешь за то, что я тут за кадыровцев мазу тяну. На самом деле ты не говоришь ни разу там слово кадыровец. Ты говоришь все время чеченец. Когда он уже не хочет говорить и отлынивает от этого разговора, ты опять говоришь чеченец. На 43-й минуте, на 57-й минуте. И потом уже ты за него договариваешь на 1 час 5 минут там с чем-то. Россияне любят палку, и палкой их бьют чеченцы, ты говоришь. Понимаешь? Он этого не говорил. Где чеченцы бьют палкой даже не россиян, а украинцев, которых россияне... Да будь они прокляты, это предатели чеченского народа, они хуже врагов. Так что дальше? Дело не в них, дело в том, что ты делаешь вот эту свою работу, именно выставляя чеченцев, которые гонят под палками русских против украинцев. Ты не понимаешь, что ли? Это неправда. Ты знаешь, что ты показываешь одного кадыровца или подхолопного, а на самом деле под палкой и расстрелы им делают далеко не все чеченцы. Чеченцы умирают, чтобы не ехать воевать. Подожди секунду. Ну, говорит, все чеченцы. У нас батальон шейха Мансура, у нас батальон Джахара Дудаева, которые воюют за Украину, воюют за свободу свою и нашу. Как я могу сказать, что это какие-то плохие люди? Я говорю всегда, что это прекрасные люди. Но если это этнический чеченец, который лег под Кадырова. А ты ему ДНК делал этнически? Откуда ты знаешь, что он чеченец? Заставишь как-то подбирать постоянно эти слова? Если мне пленный говорит слово чеченец, я должен его поправить. Нет, это не чеченец, это кадыровец. Или что? Я не понимаю. Это значит, что воюют, это прекрасно мы все знаем, что там чеченцы воюют на вашей стороне. Но вот твоего товарища нездоровая любовь к чеченцам. А я хочу тебя спросить, Аслан. Аслан, правильно? Да, совершенно верно. Аслан, насколько ты, когда и как ты помог вот этим чеченским нашим подразделениям, которые воюют за вашу свободу? Я очень много помог, в информационном плане помог. Я хочу понять, я хочу обратиться к ним. Я тебе отвечаю на твой вопрос, ты меня на чем подловить хочешь. Вот это шейх Мансуров, Чеберлоевский, все остальные, я их всех знаю отлично. Когда ваша власть им внесла санкции, и тебя тоже там не было на горизонте, я раскручивал, я эту тему привлекал, писал американцам, писал немцам, писал украинцам, везде писал об этом. И помогал, и они знают, что я помогал. Ты им отправил, может, дрон какой-нибудь, чтобы они там убили русского свинью, еще что-нибудь? Можно их спросить об этом? Ты отправил им что-нибудь? Нет, конечно. Нет, дрона нет. Практически. А почему, Аслан? В смысле, почему? Потому что писать вот эти все правозащитные организации, вот эти все писульки, это все, ты знаешь, это до одного места. Они понимают только палку. Я хочу понять. Владимир, смотри. Я в 2015 году, когда в Украине началась война, выехал из Москвы, будучи адвокатом, работая адвокатом в Москве, имея работу, все нормально, выехал, чтобы помочь Украине. Чтобы помочь Украине вместе с Украиной вести вот эту борьбу. И я ее с 2015 года вел еще, 2014 я ее вел в Москве, а потом я переехал, потому что меня могли уже и грохнуть, и там все остальное, и посадить. Пожалуйста, не перебивай меня. И в 2015 году я переехал сюда. После этого я посещаю вот тут у нас в Гамбурге, ваш консулат украинский, постоянно с украинцами все объясняю, пишу, разговариваю. У меня есть свой канал, видеоканал, где я постоянно говорю об этом. И, например, у меня в финансовом положении я лишился всего, я все потерял. И меня преследуют.
И у меня нет возможности посылать. Хотя я украинцам, дедусик такой был, собирал деньги, мы здесь, чеченцы, собирали деньги, и отправляли дедусику деньги, лично дедусику. Хотя батальону шейха Мансура мы не отправляли. У меня нет возможности, финансовой возможности помогать кому-либо. Мне самому требуется помощь финансовая. И сейчас ты мне предъявляешь, знаешь, вот твое поведение очень напоминает поведение русских. Хоть, может быть, ты и этнический украинец, но ведешь ты себя вот там, а ты помогал? Помогал. Я все на кон поставил, чтобы помочь Украине. Понимаешь, и слушать от украинца такие, ты помогал, не помогал, мне как-то не очень. Камильфо, я тебе скажу. Мне, друг мой, человеку, который в Украине находится, помогает ежедневно вооруженным силам Украины, сидит под баллистическими обстрелами России, читать комментарии от чеченца, который выехал из Москвы куда-то в Европу и якобы помогает России, читать комментарии у себя на YouTube-канале, что ты меня подозреваешь в помощи России, вот это мне неприятно, вот с этого начнем. Мы начнем с твоей претензии ко мне, ответа на которую я так и не услышал. В чем это моя помощь России заключается? В чем твои подозрения заключаются? После твоей предъявы я могу тебе предъявлять все, что угодно, Аслан. Ты мне поговорить, предъявить, что ли, попросил? Я прошу обосновать. Ну вот я тебе пытаюсь обосновать, а ты предъявляешь. Что я помогаю России, обоснуй. Я ж тебе объясняю. Ты меня не слышишь? Давай. Не слышишь меня? Еще раз давай еще раз. По новому кругу. Видимо, у тебя там проблемы с пониманием. Ну, потому что ты не объяснил. Как не объяснил? Ты не объяснил. Я ж тебе объяснил. Так не объяснил. Ну, ты объяснил, что я якобы, ты меня перебиваешь. Пытаюсь ты меня перебиваешь. Чеченцами. Русских стравить с чеченцами. Это бред какой-то. Это не бред. Это целенаправленная политика России, в которой ты участвуешь. Умышленно или неумышленно? В чем она? Объясни мне, в чем она заключается? Да ты же меня не слушаешь. На сегодняшний день чеченцы, которые находятся в Чечне, которые лежат под Кадыровым, полностью помогают России во всех смыслах. Воюют сегодня против Украины. Не ври. Зачем? Не ври. Что? Не ври. Чеченцы, во-первых, не лежат под Кадыровым, а во-вторых, полностью чеченцы не помогают. Есть отщепенцы. Есть отщепенцы. Есть отщепенцы. Мне плевать, отщепенцы, не отщепенцы. Я не буду вас сидеть по сортам разбирать. Ну тогда скажи это Муслиму Чеберлоевскому тоже, то ты не будешь. Ну скажи Муслиму Чеберлоевскому, что ты не будешь его разбирать. Ты не слышишь? Ты скажи Муслиму Чеберлоевскому, что ты не будешь разбирать. Идиотов. Ты скажи Муслиму, что ты не будешь разбирать по сортам чеченцев. А ты как относишься? К Чеберлоевскому, батальон шейх Мансура. Я говорю о тех чеченцев, которые пришли в Украину воевать против нас. Ты говоришь про тех чеченцев, которые оккупированы в Чечне находятся, а не про тех, которые к вам пришли. Я говорю про еще раз. А про лугандонцев что ты тогда скажешь? А про лугандонцев что ты тогда скажешь? И в интервью я говорю про этих чеченцев. Успокойся. И пленный мне сказал про этих чеченцев. И ты за этих чеченцев сейчас пытаешься заступиться, а не за тех, которые воюют за Украину, которых я уважаю. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты пытаешься заступиться за чеченцев, о котором говорил пленный. А пленный в интервью говорил за чеченцев, которые стоят с автоматами и обнуляют их, если они развернутся. Ты просто вникни, о чем ты пишешь. И это чеченцы, Аслан. Хочется тебе этого или не хочется? Да, они еще и кадыровцы, но они чеченцы. Потому что у Украины тоже есть предатели. Они предатели, но они и украинцы, к сожалению. Да, они плохие украинцы, но они украинцы. И у чеченцев точно так же. Есть те, которые предатели, кадыровцы, или как ты их говоришь, под хуйловники или что-то такое. И есть нормальные, которые воюют за нашу и за вашу свободу. Так вот, мы с пленным говорили именно о тех чеченцах, которые под Кадыровым лежат. Если ты этого не понял, то я не понимаю, как тебе это объяснить. А как ты относишься к тем, что с Донецка, с Луганска, вот первую волну почти все там полегли, воевали против вас украинцы и русские, которые граждане Украины? Не понял вопрос.
Ну, вопрос, как ты относишься к тому, что украинцы, которые воевали против вас с Донецка, с Луганска, с Крыма, как ты к ним относишься? Как к оболваненным людям, которых оболванили. Ну, а почему ты к кадыровцам так не относишься, как оболваненным людям? Они тоже могут быть оболваненные, какие проблемы? Мы что, разбирали их психотип? Ну, я тебе вопрос задал. Ты просто написал комментарий под видео, где пленный говорит о чеченце-кадыровце. И ты мне пишешь о том, что я что-то там целенаправленно раздуваю. Что? Ты не понял ни контекст, ни разговор. Я все понял. Ты не с пленными разговариваешь. Ты давай уважительно разговаривай, а то ты уже привык, видимо, с пленными разговаривать. Уважительно, если бы уважительно, то ты бы мне комментарий написал. Здравствуйте, уважаемый Владимир. Я считаю, что вы неправильно здесь говорите это и это, давайте с вами побеседуем. Но ты мне написал комментарий. Я подозреваю Золкина в работе на Русню. И так и не обосновал мне ни одним словом, каким именно образом, из-за чего это ты подозреваешь. И что я разжигаю какую-то... Да если бы ты чуть-чуть помолчал бы, я бы попробовал бы. Но ты постоянно меня перебиваешь и говоришь одно и то же. Что? Не наслышал тебя. Я говорю, уважительно я буду с тобой говорить, когда ты научишься уважительно обращаться к людям. Уважительно к тебе обращаться после того, как ты целенаправленно чеченский народ, который пережил геноцид, и которых погнали как баранов, и большинство из них в этом Ахмаде не чеченцы, которые гонят, сидишь и распиариваешь вот эту тему и пытаешься, ты пытаешься сказать, что именно чеченцы гонят из-под палки русских против вас, ты пытаешься сказать, ты что дурачка включаешь? Ты как будто не понимаешь, что я тебе говорю вновь и вновь. Не могу понять, что ты говоришь. Ты целенаправленно повторяешь российскую, русскую пропаганду для того, чтобы представить, что чеченцы гонят русских из-под палки против украинцев. Ты что, не понимаешь, что ты делаешь? И пишешь чеченец, не подхолопные, не кадыровцы, не какие-нибудь еще кто-нибудь. А почему-то украинцев с Донецка, с Луганска у тебя, ты считаешь их оболваненными. А то, что 20 лет, 25 лет Чечня находится под огнем и под пропагандой, ты это как-то мило игнорируешь. Как-то странно. Еще раз повторяю. Я говорю о тех чеченцах, которые пришли в Украину убивать украинцев. И тот чеченец, о котором мы говорили в интервью, о котором говорил пленный, это чеченец, который пришел убивать украинцев, и который реально стоит в заградотряде. Мне его что, ты вновь и вновь говорил чеченец, когда он даже не говорил. В названии ты вывел слово чеченец. Чеченцы там... Чеченец, Аслан. Он чеченцы. Он предатель чеченского народа. А ты ему ДНК делал, что он чеченец? Ты ему ДНК делал, что он чеченец? Чем быстрее вы признаете... Ты ему ДНК делал, что он чеченец? А? И в Ахмаде все чеченцы находятся, ты им ДНК делал? Здесь в Ахмаде все чеченцы, я прекрасно знаю, что в Ахмаде не все чеченцы. Ну вот, а зачем тогда ты говоришь? Вот там он слово Ахмад сказал, ты сразу подскочил. Ты сразу, вот видишь Ахмад. За чеченца шла. Пленный сказал за чеченца, алло. Мне что его, перефразировать как-то надо? Он 2 минуты сказал что-то. Ты после этого весь эфир только про чеченцев говорил. Откуда у тебя такая нелюбовь к чеченцам? Что мы тебе сделали? Еще раз, смотри, может ты поймешь, может не поймешь. Я говорю про тех чеченцев, которые пришли в Украину убивать людей, насиловать женщин. И я говорю про тех чеченцев, которые кричат о том, что надо ядерную бомбу на Украину сбросить. У меня нет нелюбви ко всем чеченцам, ты не понял. Мы говорим про тех чеченцев, и с пленным мы говорили про тех чеченцев, которые на данный момент находятся в заградотрядах. И да, из-под палки держат тех же русских. И это все реальные вещи. Они держат... И просто пришел и начал мне... Чеченцы держат из-под палкой, значит, да? Русские их не держат. Чеченцы их держат под палкой. Русские их не гонят. Русские их не гонят. Я слышал десятки рассказов пленных
о том, что именно чеченцы ими рулят. И это правда. Это, я допускаю, есть такое. Наоборот, не бывает. Нет, наоборот, не бывает такого, чтобы русский подошел к чеченцу и сказал: ну снимай броник, дай мне, у тебя лучше броник, чем у меня. А наоборот бывает. Да. Я понимаю, что эти чеченцы предатели чеченского народа. Я понимаю, что это кадыровцы. Но это не отменяет того факта, что они этнические чеченцы. Мне кажется, вы уже сами так запутались в этих всех своих обозначениях, что вам нужно распутываться в них, да, и начинать что-то реально делать для того, чтобы русню победить. А не сидеть вот это вот цеплять друг друга за одно место. Когда мы сражались, вы им помогали, дорогой ты мой. Вы помогали. Кто вы? Кто мы? Вы, украинцы помогали. Украинцы. Этнические украинцы, насколько я знаю, и граждане Украины. Да. 10 человек, 12 человек. Не надо пытаться сейчас обобщать и переводить на какие-то исторические моменты. Это не исторические, это было при мне. Я воевал, я принимал участие в этой войне. Я видел и Сашко Белого, и знаю, сколько там было украинцев, и сколько было на той стороне украинцев, и летчиков, которые были на той стороне. Ты хочешь мне сейчас предъявить? Надо разбираться, воевать вам надо. Мы воевали, когда вы помогали им. Слушай, ты помогали им, вы помогали им, вы лично, братья были до 14 года. Ты лично был братом им до 14 года. Я в твоем комментарии, ты сейчас пытаешься съехать на первую российско-чеченскую войну, на вторую российско-чеченскую войну. Я тебе говорю о тебе, обо мне, о твоем комментарии, о моем видео. А ты пытаешься съехать на историю. Мы обо всем говорим. Ты что, дурака включаешь? Мы обо всем говорим. Ты мне перескакиваешь, надо объединяться, воевать, что-то делать. Мы воюем. Мы положили 30% своего народа, пока вы им помогали. Понимаешь? Пока весь мир дружил с ними. Ты меня сейчас хочешь обвинять в том, что мы помогали Русне, да? Я не собираюсь терпеть, чтобы ты меня обвинял в чем-то. Понимаешь, что нужно объединяться. Ты мне не советуй. Ты чеченскому народу... Ты чеченскому народу не советуй. Аслан, ты советуй, иди военнопленным, вот этим бичам, с которыми ты разговариваешь, а не чеченскому народу что делать. Мы знаем, что делать. Кто наш друг, а кто наш враг. Я обвиняюсь в том, чего я не делал никогда, Аслан. Как это не делал? Ты написал на заголовок: чеченцы держат в узде великих русских, ты написал. Но я же не написал. Это наглая ложь. Чеченцы не держат, чеченцы оккупированы. Чеченцы 300 тысяч, 30% погибли, сражаясь, пока вы и весь мир помогали русским. О чем ты мне хочешь? Ты лучше извинись за то, что вы помогали. Чеченцы оккупированы, это очень плохо. Чеченцам нужно бороться за свою свободу. Да? Мы боремся за свою свободу. Когда вы были братьями, я еще раз тебе говорю, когда вы братьями с ними были, мы боролись и боремся, и продолжаем бороться. Короче, я понял. Ты хочешь уже рассказывать про то, что когда мы были братьями, мы с ними братьями никогда не были. Это раз. Два. У нас точно так же. У нас точно так же. Есть предатели на Луганской и Донецкой областях. Опять-таки не все. Да? И я крайне пренебрежительно к ним отношусь. Более пренебрежительно, я видел, как ты с ним пренебрежительно с ними разговариваешь. Смотри. Как ты пренебрежительно. Ну ты же сам перебиваешь, что тебя нельзя, что ли? У нас права одинаковые, мне кажется. Я начал говорить, ты будешь слушать? Но так просто не получится разговор. Не получится. Разговор получается. Всем предателям. Это монолог. И к украинцам предателям, и к чеченцам предателям. Я отношусь одинаково. Я так же. Чеченский народ. А ты когда-нибудь заголовки у себя писал? Украинцы с Донецка напали на Украину там на запад или там на Киев. Писал об этом? Писал, где там украинцы, вот эти донецкие, луганские? Там много заголовков, можешь почитать, там есть и подобного характера. Ничего-то я не видел у тебя таких заголовков. Можешь посмотреть интервью. Ну смотри, Володь, слушай сюда, смотри. Ситуация следующая. Это не только твой заголовок, это целая комплексная работа идет против чеченцев. Хотят отвлечь внимание от Украины на чеченцев. И в этом помогают. И Подоляк помогал, и Арестович помогал, и вот эти нарративы одинаковые туда забрасывал. И сейчас ты этим занимаешься.
Вот у меня возникает вопрос, а почему вы так себя ведете? Вы хотите от себя отключить внимание, давайте третью русско-чеченскую войну начнем? Я начнем? тебе объяснил, по-моему, да? Ты ничего не объяснил, ты просто перебивал и орал просто, вот и все. Ты ничего не объяснил. Ты не слушал ни одного моего аргумента. Так ты не привел ни одного аргумента. Я тебе... Что? Ну хорошо, допустим... 10 их привел, но ты почему-то проигнорировал. Дальше что? Россия нападет на Чечню или что сделать? Что произойдет? Конечно. Так Чечня это и есть Россия. Чечня не Россия, Чечня оккупирована. В данный момент официально. Официально Крым, и тогда Луганск, Донецк, Запорожье, Россия официально. Да, почему это ты так? Почему это? Еще как является, если ты считаешь. А кто такой мою оккупированную страну называть российской? Она оккупирована. Мы знаешь, сколько положили людей? Ты знаешь, сколько мы потеряли, когда весь мир нам не помогал, как вам? По-моему, международное сообщество не считает Чечню оккупированной. Международное сообщество до сих пор помогало русским и делало Путина тем, кем он сейчас стал. Ну, видишь, то есть я говорю о формальных... Мне плевать на все и на весь мир, если уничтожают мой народ. Это моя земля, это чеченская земля, никогда она не была русской. Я понял, хорошо. Никогда она не была русской. Все, я не буду с этим спорить. Чеченская земля, это земля чеченцев, твоя земля. Она оккупирована. Но ты ведешь... Да, но она оккупирована, я не буду с этим спорить. Но ты ведешь к тому, что Россия возьмет сейчас, зачем-то нападет на Чечню. Я пытаюсь понять всего лишь зачем. Ну вот я тебе сейчас объясню, если ты буквально попросишь Бога терпения и послушаешь меня. Смотри, есть такая гипотетическая теория, которая говорит о том, что мы наблюдаем, ведем свой анализ, работу, что пытаются сейчас под видом сместить Кадырова, под видом, например, тот же Закаев, который человек из его правительства, который меня вербовал на российскую разведку и который у вас очень хорошо там себя чувствует. Вот эти люди под видом ичкерийцев, Закаев, Ахмед Закаев, совершенно верно, под видом ичкерийцев пытаются представить себя борцами с кадыровским режимом. Прям как и ты, они называют кадыровский режим, хотя это российский режим, оккупационный режим. И они пытаются, одна часть гибни пытается свергнуть путинского вот этого гауляйтера, который являются ЧВК кадыровцы, пытаются их сместить от власти, чтобы прийти к власти. Это старая советская номенклатура КГБшная. Закаев относится именно к ней, этой старой советской КГБшной номенклатуре. И эти люди пытаются... Под видом, из Украины-то войска им придется выводить, потому что русские сейчас уже сдались. Путин, Патрушев, они сдались, они не могут ничего сделать. Они понимают, что им конец. Американцы поставили условие, что пока Путин не будет свергнут, потому что это война Путина, Байден объявил, пока Путин не будет свергнут, война Россию не оставит в покое. И санкции с нее не снимут. Путин и Патрушев не хотят уходить от власти, потому что это смертельно для них опасно. И вот когда Путина будут смещать, он будет уходить под разным предлогом. В этот момент в Чечне должны отвлечь внимание россиян, нужно в Чечне начать войну. Как ты говоришь, это внутреннее дело России, международное право, там все такое. Плевали на нас и скажут, ну ладно, там разбирайтесь. И вот под видом вот всего этого, выводя войска из Украины, их хотят прямиком отправить в Чечню, чтобы начать наводить порядок, начать бомбить. Вот снаряды, которые против вас не используют, не останутся, будут использовать против нас. И вот в этом случае как раз твоя вот эта линия, она как раз ложится в канву именно этого направления, когда представляют, что чеченцы были виноваты, они гнали под палками русских против украинцев, понимаешь? 10 тысяч чеченцев, кадыровцев, они оказывается, все 300 тысяч человек гонят и там управляют. Хотя там есть, да, я согласен с тем, что есть заградотряды, в которые ходят вот эти подхолопные. И вот ты именно в этом направлении ведешь свою работу. И у тебя вот весь твой вот этот эфир, чеченцы, вот как-то тебе нужно было воткнуть это слово чеченцы. Оставь нас в покое, я тебе говорю.
И все. Если ты называешь кадыровцы, это россияне. Они россияне, они podcholopные. Есть холопы в России, а это подхолопные. И они никакого отношения к чеченцам не имеют, только разве что говорят по-чеченски. Вот и все. Можешь понять систему? Если ты, конечно, не целенаправленно это, если ты не там для пиара чеченец написать, там это привлечет внимание, просмотры, все такое. Если ты не ради этого делаешь, а на самом деле у тебя какое-то задание для того, чтобы представить чеченцев такими гонителями бедных русских, ну, в таком случае ты меня не поймешь. Если нет, то прошу понять. Угу. Все или еще что-нибудь? Все. Все. Значит, из твоей теории, из твоей гипотезы, я понял, что может быть когда-нибудь, когда Путина будут сместят и Кадырова, и в Чечне начнется смена власти. Да? Туда еще каким-то непонятным образом влеплен Закаев. И значит, для того, чтобы... Почему непонятным? Ты разве не понял, что я тебе объяснил? Его человек меня вербовал. И из его правительства я приехал сюда и топил за Закаева. И когда я топил за него... Ты же уже это сказал? В смысле, что я? Но ты же уже это сказал? Да, я же тебе объясняю. Зачем ты повторяешь это? Я тебе просто хочу объяснить подробно, чтобы тебе было понятно, что вот у вас там сидит человек... Мне это не будет понятно, потому что это твои слова. Это слова человека, который пришел ко мне под видео, под мое, да, и написал, что я работаю на Русню, и написал, что я разжигаю вражду между россиянами и чеченцами. И до сих пор, вот сколько мы разговариваем, я так и внятного объяснения не услышал. Но я просто... Ну, наверное, у тебя проблемы с пониманием, то, что тебе говорят. Да, у меня проблемы с пониманием. Потому что, может быть, когда-нибудь будет смещен Путин, и, может быть, когда-нибудь будет смещен Кадыров. Да, это одно. А чеченцы этнические чеченцы по крови, которых мы называем кадыровцами, да, они сегодня здесь в Украине. Они сегодня здесь в заградотрядах. Они сегодня здесь насилуют женщин. Они сегодня здесь убивают детей. И никто... Они кого насилуют, кого убивают? Что ты несешь вообще? Понял, они не насилуют и не убивают. Ну, они убивают, понял, ты говоришь, детей убивают. Я что-то не слышал. Я что-то не понимаю, о чем ты говоришь. Каких детей они убивают, каких женщин они насилуют? Убивают вот этих, кто отступает, да, заградотряды есть. Чего ты сейчас все в кучу? Это русские убивают и насилуют детей, убивают детей. Поедь в Бучу. В Буче не было этого всего, это наглая ложь. Там не было чеченцев. Да, это ложь. Там кадыровцев, даже кадыровцев, смотри, там не было. Мне кажется, ты слишком много читаешь российские ресурсы просто. Нет, ты, когда кажется, мне кажется, тебе надо перекреститься. Я не читаю российскую прессу. Я не знаю, кому креститься, кому не креститься. Я общался с людьми, с жителями Бучи. Ну и что, они делали ДНК-анализ? Это именно кадыровцы, да. Это наглая ложь, которую российская пропаганда и украинская пропаганда закидывала. Там были русские. Русские были. Из Сибири были русские. Аслан, все врут, кроме тебя. В Сибири были русские. Да я разбирался, я этим всем занимаюсь. Я этим всем занимаюсь. Чепуху несешь ты просто. Свою ненависть к чеченцам, свою любовь к русским, ты хочешь переключить на ненависть на чеченцев, понимаешь, из-за своей любви к русским. Ты хочешь выгородить русских, как Арестович, как Подоляк и как Геращенко ваш. Еще раз, я очень уважаю чеченцев, которые воюют за нашу и за вашу чеченскую свободу. Я их очень уважаю, я их знаю, да? Но то, что ты сейчас говоришь, это чушь. Чушь и чепуха, говоришь ты. Только со слов каких-то женщин, которым показалось, что там были чеченцы. Да. А покажи мне документ, Буча разбирается, покажи документ, это ложь, которую ты постоянно говоришь, и в этом разговоре, и вообще.